В эфире новости спорта, в студии Ольга Башук. Здравствуйте! Нападающий сборной Польши по футболу Криштоф Пёнтек перешел из Дженуа в Милан. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба. Соглашение с форвардом рассчитано до 30 июня 2023 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Пёнтек выступал за Дженуа с июля 2018 года. В команду он перешел из польской Краковии. За 21 матч в составе Дженуа он отметился 19 забитыми мячами. В списке бомбардиров серии А он идет среди лидеров, забив 13 голов и уступая Криштиану Роналду, Фабио Кульярелли и Дувану Сапате, в активе которых по 14 голов. А нападающий Вашингтона Александр Овечкин сравнялся с Сергеем Федоровым по количеству очков в истории НХЛ, повторив тем самым рекорд результативности лиги среди российских игроков. Капитан столичного клуба в матче против Торонто набрал свое 1179 очко в заокеанской карьере, забросив шайбу в ворота соперника. Но что касается встречи, она завершилась поражением Вашингтона со счетом 3-6. В составе проигравших шайбы забросили Никлас Бёкстрём, Овечкин и Мэтт Нискансен. У Торонто хет-трик на свой счет записал Назем Кадри. Также голами отметились Никита Зайцев, для которого эта шайба стала первой в сезоне, Остон Мэтьюс и Митчелл Марнер. Вашингтон потерпел 7-е поражение подряд. Это произошло впервые с сезона 13 и 2014 годов. Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла американку Дэниэл Коллинз и вышла в финал Australian Open, первого в сезоне турнира серии «Большого шлема». Встреча завершилась со счетом 7-6, 7-2, 6-0 в пользу 28-летней представительницы Чехии. В финале Квитова встретится с победителем матча между чешской Каролиной Плишковой и японкой Наоми Осакой. Финальный матч состоится 26 января, а турнир завершится днем позже. Американский боец смешанных единоборств Райан Бейдер заявил, что уважает Федора Емельяненко, но не позволит россиянину победить. Напомним, их встреча состоится 26 января в финале Гран-при Беллатор в тяжелом весе в США. Американец высказался по поводу предстоящего боя следующим образом. Это сложный турнир, потому что проводишь один бой за другим. Все топовые бойцы принимали в нем участие. Моя последняя схватка была в октябре. За это время я смог хорошо подготовиться в разных аспектах. Я буду драться с Федором, бывшим чемпионом мира. Для меня это главная мотивация. Федор – легенда, за ним стоит большая страна, но он приезжает в мою страну, мы будем драться на моей земле, и я не позволю ему меня унизить. Мне плевать на то, что говорят люди, на посты в соцсетях, заметки в СМИ, коэффициенты букмекеров. Нас запрут в клетку на 25 минут, и я приложу все усилия, чтобы выйти из нее с широкой улыбкой и поясом, сказал Бейдер. А боец Федор Емельяненко во время открытой тренировки перед боем назвал американца Райана Бейдера одним из сильнейших соперников. А в Красноярске стартовал международный турнир по вольной борьбе Гран-при Иван Ярыгин. В составе сборной хозяев турнира, как и в прошлом году, будут допущены лишь 3 россиян. Лидер команды в каждой весовой категории сразу попадает в стартовый протокол, а еще 2 по результатам стыковочных встреч. Так борцы из Якутии выступают в 2 весовых категориях. Арьян Тютрин весит до 57 килограмм, Семен Владимиров до 61 килограмма. Представители якутской школы борьбы Эдуард Григорьев и Николай Хлопков, которые выступают за команду Румынии, на пути к финалу уже провели несколько ярких поединков. Григорьев в первых 2 схватках более чем уверенно победил тувинца Дон Гак со счетом 10-0, а во втором поединке с таким же счетом сокрушил кубинца Эрнандеса. В схватке за выход в полуфинал Эдуард также с внушительным отрывом победил американца Колана. А Николай Хлопков также показал хороший результат. Победил Мират Хаджинисепова в первом поединке и Чинзарит Церма во втором. Впервые в этом году жители Ноябрьска сдавали нормативы ГТО. Площадкой стал спортивный комплекс «Зенит». Он появился в 1931 году и после продолжительного перерыва был возрожден в России в 2014. Перечень нормативов немного изменился. Например, теперь не надо сдавать верховую езду. А в целом упражнения, как и прежде, рассчитаны на выносливость, силу, гибкость и скорость. Касаешься грудью, загорается, я засчитываю. Если начинаешь руки поднимать или крутить, я не засчитываю. Опускаешь живот, я не засчитываю. Поехали.
Отжимания, подтягивания, пресс, бег на 30 метров, челночный бег, прыжки в длину и рывок к гире. В «Зените» принимают нормативы всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». В зале в основном спортсмены, возраст от 6 и старше. У 14-летнего Федора Кожевникова уже есть титул чемпиона страны по киокусинкай-карате, а вот знака отличия ГТО пока нет. Он решил исправить этот недочет. Отжимания уже сдал, результат 42, при норме на золото 36. Гибкость, скорее всего. Так, все нормально. Все сдам остальное. А почему гибкость? Каратисты ноги задирают, ого-го. Ну, вот так. Не сильно ногами бью. Обычно больше руки у меня, и все. Так вот. А марафон, там 3 километра? Пробегу. В зависимости от возраста необходимо выполнить минимум 6 нормативов, максимум 9. Сдача испытаний проходит поэтапно. Бег на лыжах, к примеру, будет в марте, бег на длинной дистанции по графику в июне. Именно это испытание горожанам дается труднее всего. Если, допустим, на силу у нас можно 3 альтернативы, это рывок гири, подтягивание или отжимания, то если у нас есть бег на 3 километра, то он и есть все, его ничем не заменить. Также наклон из положения стоя на гибкость, тоже его ничем не заменить. А эти 2 норматива, если не сдаешь, либо сдаешь плохо, то такой и будет результат. Эта сдача нормативов стала самой массовой в истории Ноябрьска. Обычно за раз приходили около 200 человек, сейчас в 4 раза больше. И хоть заявившихся разделили на 3 потока, выделив для каждого по 1,5 часа, очередей избежать не удалось. К сожалению, мы вынуждены прервать прохождение и уйти домой по причине того, что это занимает намного больше времени, насколько мы ожидали. Сейчас прошло половина этого времени, 45 минут, и мы прошли одно испытание, а во втором до сих пор стоим в очереди. Обратите внимание, за моей спиной огромные очереди, в которых дети стоят по 15, 20, 30 минут. Если честно сказать, то первый опыт такой максимальный, такое максимальное количество людей, которые принимают участие в сдаче нормативов. Конечно же, при количестве заявившихся более 800 человек, почти 900 человек, конечно же, будут организовываться очереди. Мы не можем отказать людям, если они заявились. Мы увеличим временные промежутки приема нормативов, раздвинем их, сделаем не 1,5, а 2, 2,5, 3 часа. Узнать, заработали ли знак отличия. Если заработали, то какой, дети смогут в конце учебного года. Взрослые – в конце календарного, когда все испытания завершатся. А до первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» на Сахалине осталось меньше месяца. 45 команд и 2000 участников будут состязаться по 8 видам спорта. Республику Саха-Якутия представляет 7 команд и 80 спортсменов. Как юные нерюнгринские хоккеисты готовятся к соревнованиям, узнавали наши коллеги. Команда 22 хоккеиста, представители Якутска, Нерюнгри и поселка Серебряный Бор. С начала сезона не покидают спортивных залов и льдовых арен, упорно готовясь к предстоящим ответственным стартам под руководством опытных тренеров. Осознавая возложенную на них большую ответственность, юные хоккеисты старательно принимают объемные нагрузки. Сегодня ребята вылетают на Сахалин, где продолжат свою активную подготовку. Там будут проходить 2 недели сборов. То есть также организовывать будем там на льду тренировки, плюс земля, плюс бассейн. Упор на занятиях делается на совершенствование технических и тактических хоккейных приемов. Скорость, техника, энергия. Состав сборной республики состоит из самых опытных игроков 13-14 лет. Несмотря на свой юный возраст, большинство ребят хоккеем шайбы занимаются с самых малых лет и уже имеют 10-летний опыт и ряд солидных достижений в спорте. Ну, я готов сыграть на Сахалине, и я не боюсь там проиграть или ответственность вот этого нести. Конкуренцию нашим хоккеистам составят Уральский, Сибирский, Дальневосточные округа, Сахалин, а из зарубежья Казахстан, Корея и Япония. Екатерина Павлова, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. Это были все новости спорта к этому часу. Мы следим за развитием событий.